Добрый вечер, дорогие друзья. Я пью чай горячий с молоком. Сегодня мы начинаем наш прямой эфир. Давно я не выходила на прямой эфир. Немножко волнуюсь. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня прямой эфир наш посвящается теме профессий, юридических профессий будущего. То есть как будут работать юристы в будущем, какие они юристы будущего. Никита, привет! Добрый вечер! Всем привет, добрый вечер! Добрый вечер! Так, я немножко расскажу про наши новости, что мы делаем. Как вы видите из наших постов, каждый день мы выкладываем информацию о Дне профессии будущего, который будет 1 марта. Также мы публикуем информацию о наших конкурсах, о наших розыгрышах. Пожалуйста, активно участвуйте. Всех ждем 1 марта на Дне профессии будущего. Это у нас уже второе республиканское мероприятие. Первое мероприятие у нас было в прошлом году, 6 ноября, и вот второй День профессии будущего мы проводим уже в марте. И с этого момента, с этого года, каждый год День профессии будущего мы будем проводить именно 1 марта, потому что 1 марта — это Всемирный день профессии будущего. Именно на Дне профессии будущего мы подготовили очень много интересных площадок. Если вам интересно, вы можете сразу перейти на страницу, и там все ссылки, все адреса указаны. Вы можете и позвонить, и сразу через сайт посмотреть программу, то есть как вам удобно. Или можете написать в комментарии, либо можете написать нам в директ, мы всегда вам ответим. Вот, и сегодня, наверное, подключились те, кто интересуется юридическим направлением, те, кто, наверное, если среди вас есть школьники, то, наверняка вы интересуетесь, или ваши дети интересуются именно юридическим направлением. И я сейчас подключаю к нам нашего гостя. Так, Долгая Николаевна, я отправила запрос. О, привет, добрый вечер. Привет, Кать. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Я представлю Давай. наша гостья Иванова Долгуяна Николаевна. Она является руководителем Якутского республиканского центра медиации. Что такое медиация? Если вы не знаете, то добро пожаловать и не отключайтесь, до конца нас дослушайте. Ну, а если у вас есть дела, мы обязательно сохраним наш эфир. И есть материал по сегодняшнему выступлению. Я подключу презентацию, но перед этим я бы хотела немножко познакомиться, немножко пообщаться. Долгая Николаевна, давайте расскажите про себя, кто вы и чем вы любите заниматься, ваше любимое дело. Расскажите про это. Еще раз добрый вечер, дорогие уважаемые наши зрители, слушатели. Спасибо, Катя, за приглашение. Это очень интересный формат для меня, потому что я не так активно участвую, вообще даже это у меня второй раз, если быть честным, да, я только слушаю, а как бы так, чтобы меня приглашали в гости, это второй раз, поэтому я немножко, наверное, волнуюсь. Катя, как психолог, помоги мне, как снять мое
волнение, да, скажем так. Ага. Если мы Для того, уже чтобы... начали говорить о профессиях, да, мы с тобой, Да. да, если наша Можем, базовая, да, дыхательную да, гимнастику сейчас сделать. Глубокий вдох и выдох. вот, Глубокий. как-то так, да. Вот я так предполагаю, что ты меня пригласила, поскольку я являюсь медиатором, да, Мгм. профессиональным Мгм. медиатором, конфликтологом. И если кто услышал, если кто знает, это профессии, скажем, современности и даже профессии будущего. Медиация, конфликтология, медиатор, конфликтолог – это только-только появляющиеся и только-только зарождающиеся, скажем, профессии. На самом деле мое базовое первое образование – это юридическое, то есть я Мгм. по первому образованию юрист, потом медиатор социальных конфликтов, и вот последнее у меня образование – это магистр конфликтологии, то есть конфликтолог. На Отлично. фоне Мгм. конфликтологии мы с Катей и познакомились. Да, Да. Катя? Вот. Ага. И наше знакомство, наверное, говорит еще об одном принципе современного образования, что нужно учиться в течение всей жизни. Это точно. Вот да. Вообще, если раньше считалось, что обычно учатся и студентами являются только молодые люди, вот они поступают в 17 лет, учатся 4 года, кто 3 года, да, в колледжах, кто в высшем учебном заведении, потом могут получать еще и другую специальность. Но обычно люди до 25, до 26 лет, они уже завершают свое образование, казалось бы, да. Но сейчас в современном мире этот принцип уже не работает. Мы говорим учиться всю жизнь и в течение всей жизни, поэтому учимся. Кто-то переучивается, кто-то получает совершенно новую профессию, а кто-то идет уже вглубь, да, своей первой специальности. Например, как я, может быть, если я Мгм. начинала юристом, потом перешла в медиацию, а дальше уже немного расширилась, немного углубилась, скажем так, и поступила уже на другой уровень. Сейчас мы знаем, что у нас уровней сколько? Несколько. Среднее специальное образование можно получить, потом уже высшее образование, которое состоит из нескольких уровней. Бакалавриат, специалитет, Мгм. магистратура, и дальше мы пошли-поехали уже в науку, да, аспирантура. Что я люблю? Я могу сказать, что не люблю. Мгм. Ну, тоже не Это могу даже сказать. интересно. Да, да, тоже не могу сказать. Люблю своих детей в первую очередь. Я мама, у меня 4 детей. И раз у нас эфир о профессии, о выборе профессии для будущих абитуриентов, потому что, наверное, нас смотрят в основном школьники и будут смотреть, да, потому что им интересно выбирать. Наверное, они сейчас и в большей степени, наверное, родители думают о выборе ребенка, в какой вуз поступить, куда пойти. Наверное, родители в большинстве случаев хотят выбрать ту профессию, которую, наверное, в глубине сами бы хотели, да? В детстве Есть ли кем ты такое, хотела да? стать, Катя? Да, да. Например, я в детстве вначале хотела стать врачом. Было Мгм. такое. Да, я даже училась ставить инъекции, уколы, да. Вот в нашей школьной команде я всегда была там в группе санитаров, Мгм. да, когда мы учились оказывать первую помощь, там шины накладывали, таскали своих там больных на носилках и так далее. Потом почему-то заинтересовалась криминалистикой. Вот. И М. плавно перешла вот, в юридическую юриспруденцию, юридическую область, юриспруденцию. На самом деле юриспруденция – это очень интересная сфера. Она появилась давным-давно, еще во времена античности. И уже в пантеоне древней Эллады
пантеоне богов присутствовала богиня правосудия, Фемида, да, мы ее Фемида, Юстиция. Но древнегреческая богиня – это Фемида, это богиня правды, права, порядка, правопорядка, законного порядка, справедливости и правосудия. А слуги Фемиды – это слуги закона, то есть судьи. Жрецами Фемиды также называют и юристов. Но сегодня мы в основном будем говорить о юридических профессиях. Потому, Потому что у нас как раз тема да, юриста будущего. И, наверное, очень многих интересует вопрос, востребованы ли юристы в будущем, и мы как раз с Ольгой Николаевной будем об этом говорить, поговорим о глобальных трендах и как вообще мир будет меняться. Я вот немножко ушла, потому что я включила... Да, ты наверху экрана, я тебя вижу. Я тебя тут. вижу. Ты. Да, я поняла, голос хорошо слышно. Ага. Так, тогда давайте уже перейдем к вашему материалу. Я уже подключила вашу презентацию и уже плавно перейдем. Ладно, давай, давай, если так. Ну, первых профессиональных юристов считается, дал Древний Рим. Да, и деятельность юристов имела колоссальное значение для римского государства и права и оказывала решающее влияние на развитие права в последующие эпохи. К юристам обращались за помощью при заключении сделок, при наличии каких-либо сомнений правовых, для составления исков, получения советов, как вести дело в суде. Но тогда в Древнем Риме юристы в качестве представителей в судах практически не выступали. Сегодня мы знаем, что какое представление, например, сегодняшние ребята имеют о юристах. Наверное, они знают больше, чем мы в свое время, в их возрасте. Мы думали, что они свои права знают. Мы думали, что юристы – это только судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы. Кто еще может быть юристом? Ну, естественно, преподаватели юридических вузов, профессора, доктора наук, да? Кого еще знаем, Кать? Так, прокурорские работники, да? Да, из юридической профессии. Медиаторы. Ну, медиаторы, большинство медиаторов на сегодняшний день это юристы и психологи, да? Но в соответствии с федеральным законом медиатором на сегодня может быть любое лицо, достигшее 25 лет, имеющее любое высшее образование, не имеющее судимости, полностью дееспособный и прошедший специальный курс подготовки медиаторов. Так, у нас в России есть установлен День юриста. То есть это говорит о том, что к профессии юриста государство относится очень уважительно, и это накладывает большую ответственность как профессии, да? Когда отмечается День юриста? Кто-нибудь, может, напишет у нас? Да, это 3 декабря. Да, 3 декабря. 3 декабря установлен Днем юриста. Каждый год отмечается по всей стране, у нас отмечается этот день. У нас в Якутии, например, проводится очень много различных мероприятий, в том числе даже съезды юристов Республики Саха-Якутия. Вот. Так, я не могу переключить презентацию. Так, сейчас попробую еще. Тогда давай по твоим вопросам пройдемся. Может быть, получится. Потом найти эту кнопочку. Нет, я нашла. Все. Ага, по структуре презентации идем или как? Нет, хоть как.
как удобно. Потому что эту презентацию я подготовила как раз ко дню юриста в прошлом году, ой, позапрошлом году, в 2019 году, да, в прошлом году в декабре мы же все просидели Мгм. в связи с ограничениями. Эту презентацию я подготовила в 2019 году ко дню юриста. Но из года в год что-то меняется, поэтому, может быть, даже на сегодняшний день покажется, что презентация устарела. Ну, глобальные тренды, вот на экране мы видим, да, автоматизация, цифровизация, рост сложности, экологизация, сетецентрическое общество, это тренды вообще в целом современного общества, не только касаемо юридической профессии, а вообще в целом всех профессий. Мгм. Потому Мгм. что современное общество, современная среда – это очень быстро меняющаяся среда. Это нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность. Как мы уже отмечали в начале нашего разговора, не только юристы, но и все профессии, они должны учиться в течение всей жизни. Даже вот придумали такой, уже есть термин lifelong learning. Мгм. Учиться в течение всей жизни, да. Для юристов, касаемо юристов, ну, опять-таки, это касается не только юристов, а всех профессий. Нужно учиться и переучиваться. Ну, цифровизация процессов, это тоже понятно. Если мы раньше все писали руками, либо стучали на машинке, да, на простой печатной, то сейчас идет полностью и компьютеризация. И даже вот наш сегодняшний разговор относится также к цифровизации процессов. Раньше мы не смогли бы так разговаривать через телефон, через компьютер, еще кого-то подключать, да, тем более могут подключиться не только жители одного города, а могут подключиться со всего земного шара, скажем так, кто имеет Мгм. доступ к сети интернет. Ну и, конечно же, обязательное условие – это ответственность за развитие на обучающимся. О чем это говорит? Что тот, кто учится, тот, кто э, хочет научиться владеть какими-то навыками, это должен нести ответственность сам. Не кто-то кого-то заставил, да, а вот именно я сам хочу это сделать для себя в первую очередь. Именно мотивация должна исходить изнутри, да? Внутренняя мотивация должна быть прям. Конечно, конечно, да. Мгм. Сейчас, наверное, что-то даже в какой-то мере процесс обучения, он упростился. Было бы желание, да? Мгм. А столько возможностей учиться очно, учиться заочно, учиться дистанционно, Очно-заочно, да. То есть. очно-заочно. Если, да, год тому назад нам как-то было неудобно же, да, дистанционно общаться. Мгм. А Мгм. сейчас мы привыкли, и наше старшее поколение, я как вижу, они очень активно пользуются и работают, общаются на Zoom-площадках. Да. Да, они очень Сейчас все хорошо общаются. совещания, Да, все да, уроки. и они очень хорошо пишут даже в чатах свои вопросы. Мгм. И, ну, это уже у нас пошла страничка касаемо медиации. Мгм. Медиации. Если в прошлом считалось, что существовало всего два способа разрешения споров. Один – это путем переговоров, а второй – это путем применения силы. Это у нас из речи Цицерона, древнеримского политического деятеля, оратора и философа. Путь переговоров. Ну, юридические профессии, они обычно связаны с судами, да, судебными спорами, какими-то преступлениями. Вот адвокаты, прокуроры, судьи, они все где у нас? В судебной системе. И Мгм. все, в основном население, большинство, не воспринимают юристов вот только вот в этой части. Ну, юрисконсульты, да, представители, которых приглашают именно защищать
защищать интересы в судах. А в обычной жизни мы как-то так услугами нотариусов, юристов, мы же не сильно пользуемся. Думаем, что мы открыли интернет, и все там понятно. Да, мистер Google нам поможет. Окей, Google, и все, да? И все Да. ответы мы можем найти. Да. Но сегодня мы говорим, что наша главная идея – споры можно решить мирно. Мгм. То есть медиация гласит о том, что споры можно решить мирно, что его можно и не донести до суда, а до суда уже урегулировать мирно какой-то такой спор. И в этом Да, как раз да, помогает специалист, медиатор. да. Мгм. И найти такое решение, которое бы удовлетворило обе стороны, если сторон двое, да, если сторон несколько вот в этом конфликте, в этом споре, то чтобы это решение удовлетворило все стороны. В этом помогает специалист, обученный специалист, посредник, медиатор. Мгм. Мгм. Отлично. Так, Теперь и пора... а, следующая страница это уже атлас новых профессий, то есть именно юридические профессии будущего, они взяты именно с этого источника, с Да, атласа новых мы знаем, профессий. что да, Наши подписчики знают. Мы очень много говорим про этот атлас новых профессий, и очень многие такие материалы тоже, наши материалы тоже основаны на основе профессий, которые представлены именно вот в этом атласе. Так что сейчас мы будем уже говорить про юридические профессии будущего. да, по-моему, в 2013 году, да, был разработан атлас новых профессий Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления Сколково. Было еще и второе издание этого атласа, да, в 2015 Мгм. году, по-моему. Вот. В этом атласе мы находим новые профессии, которые появятся в скором будущем. Некоторые даже появились. Да, и мы начинаем с Вот. сетевого юриста. Да, и Это мы выбрали специалист, специально. А? ага, это специалист, который занимается формированием нормативно-правового взаимодействия в сети, в том числе и в виртуальном мире. Он разрабатывает систему правовой защиты человека и собственности в интернете, включая виртуальную собственность. Очень интересно. Да, Ага. мы как раз-таки говорили о цифровизации, о том, что очень много сейчас делается в сети, да? Мгм. Так, сетевой юрист. Как вы думаете, сейчас, в данное время, они есть или они пока еще не появились? Ну Вы вот смотри, встречались с Катя, сетевым юристом? Мгм. вот смотри, когда появляется профессия, Мгм. профессиональный стандарт утверждается у нас Министерством труда Российской Федерации. Мгм. Как только появляется этот профессиональный стандарт и утверждается, и этот стандарт утверждается, мы можем считать, что да, уже есть такие специалисты в Мгм. штатных расписаниях каких-то организаций, корпораций, предприятий, учреждений, да, но пока что сетевого юриста нет. Мгм. Но он То будет. есть сейчас он называется, он может, например, Он не а, называется как чуть- сетевой юрист, да, он не называется он напрямую как называется, сетевой юрист. например, юридический консультант, да, юрисконсульт, Да, наверное. вот этими вопросами, вот этими компетенциями сейчас владеют простые юристы, Мгм. Мгм. и они работают именно через сеть. Но как Да, такового, вот как профессии, да, как профессии сетевой юрист на сегодня пока нет. на Но сегодня раз в пока атласе нет. есть указано, да, не утвержден. Ага.
Но вот именно вот такую функцию именно разработки системы правовой защиты, формирования нормативно-правового взаимодействия сети, этим занимаются юристы, юрист-консультанты, и они себя пока не называют сетевыми юристами, но они вот в связи с пандемией все перешли на дистанционный, вообще удаленный формат работы, и они все вынуждены сейчас работать через сеть, и мы очень ждем, что наконец-таки профстандарт включат вот эти профессии будущего, и наконец-таки они переименуются в сетевых юристов. Да, но здесь нужно заметить, Катя, отметить, да, что это Мгм. кросс-отраслевая специализация, потому что здесь содержание юридическое, а техническая часть, оно уже другое. IT, да, то есть Да, это такое, да. да, смещение двух Поэтому разных здесь же, прямо направлений. здесь отмечается, что это кросс-отраслевая специализация. Не Мгм. просто так одна отрасль, да, вот я юрист, я владею какой-то там какими-то юридическими знаниями, знаю вот законы, знаю, где найти законы, знаю, как работают, как взаимодействуют. А когда уже речь идет о сетевом юристе, тут немножко уже подключаются и другие навыки. Мгм. М? Мгм. Именно цифровые навыки. Мгм. Так, Поэтому и следующий, профессия будущего. да, следующий тоже пока по профстандартам несуществующий, но, возможно, в будущем будет такой специалист, Да, как виртуальный адвокат. Мгм. да. Но на самом деле, да, опять-таки, вот виртуально. Мы с тобой где находимся? В реале или в виртуале? Помнишь, мы еще обсуждали вопросы виртуальных конфликтов, да? Да, По ага. определению виртуальных конфликтов, как они могут разрешаться, где они находятся, что является предметом этих конфликтов. То же самое с виртуальным адвокатом. Он и здесь, он и там. Мгм, мгм. Классно. Поэтому, Ты- да, описание вот Мгм. такое тут понятное, да, это специалист по удаленному юридическому сопровождению через сеть, вне Даже зависимости от есть, страны, да, которая да, даже практикует сам есть юрист. такие чат-боты, такие роботы, которые сразу автоматически, да, отвечают на какие-то интересующие вопросы юридические. Да, Поэтому, конечно, это все автоматизировано, это не как общение с человеком, но какую-то такую емкую информацию уже можно получить от этого да. такого виртуального адвоката. Мгм. Интересно. Это вот к тому, на вопрос, да, заменят ли роботы юристов. Ага. Какие-то программы, да, конечно, есть на какие-то вопросы шаблонные. Конечно, робот и искусственный интеллект, он может быстрее найти ответ, да, быстро он перерабатывает базу и быстро может найти какой-то простенький ответ. Но на самом деле, когда у нас возникают правовые конфликты, правовые споры, конфликты, там бывают некоторые такие уникальные моменты. Мгм. У нас тут поступают вопросы. Сказали, что виртуальные конфликты это очень интересно. Настоящее право регулирует виртуальные конфликты или пока нет такого понятия закрепленного? Да, на самом деле однозначного даже определения нет, что такое виртуальный конфликт. Поэтому и нет закрепленного. Мгм. Мгм. Хорошо, На самом спасибо. деле вопрос очень интересный и вопрос Мгм. будущего. Мгм. Мгм. И этот вопрос, наверное, потребует скорейшего ответа, потому что сейчас уже очень много ответов, на которых нет однозначных э, вопросов, на которые нет однозначных ответов, да? Мгм. Мгм. Просто вот сейчас очень много таких историй, ситуаций, где, Да, например, совершенно верно, целый пласт работы.
Да, очень много таких, где хакеры, так старомодно говорят, хакеры взламывают инста-страницы, какие-то вообще виртуальные, ну, страницы, да, известных людей, тех же звезд, каких-то известных блогеров, взламывают и все карточки, то есть списывают с карточки там деньги и все такое. Хорошо, давайте я вообще Так, такой а то, а то, а то, расскажу. да. Так, вот следующий юрист будущего — это защитник прав потребителей электроэнергии. Очень интересно, это именно касается электроэнергии. Мгм. Да, прямо название такое, да, самой профессии. Защитник прав потребителей. М, Потребителей чего, кого? Именно электроэнергии. Он проверяет энергетические сети на соответствие показателям безопасности, эффективности и другим пользовательским требованиям и способен дать квалифицированную консультацию в сфере законодательства по энергосбережению. Но этим сейчас занимаются тоже обычные простые юристы, а мгм. не защитники прав потребителей электроэнергии. Очень Ну, интересно. Классно было бы, да, когда прям по всем отраслям были бы такие защитники прав потребителей. Защитник прав потребителей не только электроэнергии, например, да, а каких-то жилищно-коммунальных ну, вопросов. этими вопросами, этими спорными моментами, этими конфликтами занимаются юристы. Мгм. Сейчас они называются Юрист, общим да. таким названием, да, да, Ну, должности юристы, юрист. да, конечно. Мгм. Юридическое Мгм. образование, юристы, они занимаются, вот это юристы, адвокаты, представители, но они все имеют высшее юридическое образование, но и Мгм. специализируются в разных отраслях права. Кто-то в медицине, кто-то вот, да, э, энергоснабжении, кто-то в уголовном праве, кто-то в административном праве. Сам человек уже выбирает свою специализацию, скажем так, что ему близко. Мгм. И по тому направлению он идет. Например, он Да, будет, и по тому направлению идет. Если надоест направление, он может поменять, учиться в течение всей жизни, скажем так, да. да. Мы говорим профессиональное выгорание, вдруг случилось у человека, и он решил резко поменять свою жизнь, свою профессию. Ну, может И вот, быть. да, тенденция вообще будущего такова же, что человек вообще есть есть такая тенденция, что вот наши, ну моя бабушка, дедушка, даже мои родители, они обучались по одному направлению и работают по этому направлению и все. То есть они не пробовали даже другие направления, не работали. То есть все одно направление выбрали, например, образование, и все, работают только в образовании. Но тенденция будущего гласит, что человек будет вообще пробовать в жизни от 15 разных направлений. То есть вот мы видим, да, например, вот сетевой юрист, виртуальный адвокат, все они не чистые, так сказать, не чистые направления, они все, а, как вы говорили, кросс, Да, кросс. ага, то Такой, есть они все да, такой термин, что кросс. междисциплинарные, да, 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 сейчас очень много кросс-отраслевые. междисциплинарности, потому что Мгм, единого, чистого, да, сложно будет человеку мгм. работать. Да, вот те же самые медики, например, сейчас вот все направления в связи с цифровизацией, они включили в себе именно IT-направление, именно цифровые компетенции. То есть, если я Ну, врач, компетенции, то да, да, я правильно сказать, навыки и обязательно, компетенции, наверное. да, да, навыки, Обязательно работать с какой-то программой, какой-то с да, уметь программой, работать, да, именно через с каким-то компьютер, через какие-то, приложением, да. да, мгм. У меня старшая Сейчас, дочка, она врач, мгм, вот, ага, она окончила учебное дело,
Потом в ординатуре она училась в хирургии, потом немножко год поработала научным сотрудником в Институте хирургии. Сейчас, потом она прошла обучение в онкологии, сейчас она работает врачом-онкологом. Но у нее специализация, вначале она работала на коже, да, вот, кожным онкологом, ну, простым языком, если сказать понятным, а сейчас она онколог, пульмонолог. Кажется, так. Вот. Человек. Очень интересно. А младшая дочка у меня физик, у нее направление медицинская физика. Вот, это как раз вот смещение двух тоже направлений. новая профессия, новое направление, современная специальность. Поступает вопрос, юристы какие программы используют? Например, вот бухгалтеры, они используют программу 1С. Как таковых, например, как у бухгалтеров, да, программы у юристов нет, они пользуются только правовыми справочными системами. Это консультант, гарант, где у нас копится нормативно-правовая база, судебная практика. Юристу важнее знать, где, что, когда, как использовать эту норму. А вот бухгалтерские программы, они немножко отличаются по сути и по задачам. Поэтому таких программ юристов нет. Но в Сбербанке есть программа, например, да, которая программа робот, как называется, я забыла, вот, и которая отвечает на вот простые вопросы и готовит, например, типовые иски. Такой чат-бот, да, как, то есть... Это робот отвечает или это специалист отвечает через такое приложение? Роботы. То Боты, есть это как мы говорим. Боты. А в Сбербанке это сервис роботов, который обрабатывает исковые заявления физических лиц. Да, было такое вот, когда это было года 3 тому назад, когда Герман Греф сказал, что юристы больше не нужны. Был такой ажиотаж в юридическом сообществе, как это и так, сейчас же профессия это уйдет, как есть. это так. Да, и сейчас есть вот это. Ну, да, есть те, которые думают, что все, юристов больше не нужно, все будет делать программа и роботы будут судиться друг с другом, да, потому что робот быстрее, потому что робот не устает, скажем так. Есть такая точка зрения, но все равно я, например, тоже отношусь к той точки зрения, что все-таки юристы, они останутся, и они будут нужны, потому что все споры, все конфликты, они связаны не только с нормой права, но и эмоциями, чувствами. Робот-то не может пока чувствовать. Ну, наверное, искусственный интеллект когда-то дойдет до того, что будет чувствовать и говорить. И поступает еще вопрос, какая школа подготовки юристов готовит хороших специалистов? Раньше, например, в Свердловске была хорошая такая школа. Не знаю. Здесь нет однозначного, наверное, ответа нет, чтобы никого не обидеть. Я даже не скажу, что вот все зависит от человека, на самом деле, я так считаю. Но есть, конечно, да, престижные так называемые вузы, которые готовят которые славятся сильной подготовкой, сильной практикой.
Все равно все это зависит от самого человека, от самого студента. Мгм. Да, Уральская юридическая академия, она до сих пор славится Мгм. и считается престижным, что если у человека диплом Уральской юридической академии. Мгм. То есть она входит в топ, в топовые такие Вот ты пропустила университеты. медиатор. Так, да, это у нас пока на сегодня последний представитель юридических направлений. Это медиатор Да, социальных конфликтов, и эта профессия как раз-таки на э, таком уровне, он уже существует, и такую да, в должность уже можно 2014 получить. году Минтрудом был утвержден профессиональный стандарт медиатора. Это Ага, давайте специалист, тогда помогающий урегулировать конфликты. так. Мгм. Специалист, помогающий регулировать конфликты. И в чем же особенность такого, сказать, досудебного регулирования конфликтов? Что это дает? Ой, В чем прям? ну, В чем? судиться, кто-то считает, что судиться это хорошо, судиться это Мгм. престижно, выигрывать суд это вообще такая вот золотая победа. Да? Кто-то хочет через суд наказать другую сторону. Мгм. Бывает так, что вот смотри, после суда, как ты думаешь, отношения людей, они остаются на прежнем уровне, либо отношения, они как-то меняются? Ну, наверное, это зависит от того, ну, от процесса вообще, от самого процесса решения, разрешения или наоборот какого-то Ну, в суде не конфликтного бывает просто. такого, чтобы обе стороны, они выиграли. Это в медиации Мгм. мы говорим э, принцип вин-вин, да, победа-победа. Мгм. Мгм. Самое существенное отличие медиации от судопроизводства – это когда стороны в итоге остаются оба победителями, то есть они оба удовлетворяют свой интерес и оба получают то решение, которое они сами выработали, которое они Мгм. добровольно исполняют. И поэтому у них отношения сохраняются, не ухудшаются, и даже у кого-то может улучшиться. Поскольку мы говорим, М. что конфликт всегда связан с развитием, да, развитие отношений, развитие чего-то еще. После конфликта люди могут даже еще больше сдружиться. Интересно. Мы считаем, Ага. что конфликт это плохо, плохо, конфликтный человек это Да, плохо. вообще На вот самом деле слово правильный конфликт, выход, да, да, слово конфликт очень многими воспринимается как, ну, как нечто такое негативное. Конфликт это все, это споры, это драка, тю-тю-тю, война, там, это все это такое. конец, Но, да, конец да, как всего, будто это он мой конец. враг, Да. Мгм. он мой враг. Но поскольку мы являемся представителями направления конфликтологии, нас учили, что конфликт – это как раз та точка, от которого начинается развитие. Если его Да, правильно да, должно урегулировать, произойти изменение, да. изменение, Мгм. и мы должны стараться, чтобы это изменение пошло в позитивную сторону, то есть Мгм. конструктивно. После конфликта каждый участник конфликта, участники конфликта не должны расставаться врагами Мгм. друг другу. Пишут, что дети считают, что медиатор одна из самых нужных профессий. Это здорово, это классно. И Очень хорошо. вопрос, как стать медиатором? Ой, как стать медиатором? Просто так медиатором не стать, во-первых. Но смотрите, медиация не просто так.
возникла медиация, регулируется еще и федеральным законом. И в этом федеральном законе закреплены требования медиаторам. В соответствии с федеральным законом мы медиаторов делим на непрофессиональных медиаторов и на профессиональных медиаторов. Требования вот к этим медиаторам, да, немножко разнятся. Непрофессиональным медиатором можно стать, если человеку 18 лет, полностью дееспособный, несудимый, и он хочет помогать разрешать конфликт. Вот. А требования профессиональным медиаторам, они немножко выше. Это, во-первых, возрастной ценз, то есть человеку должно быть 25 лет и выше. Человек должен иметь высшее профессиональное образование, на сегодняшний день любое, но сейчас в прошлом году был законопроект, внесен законопроект на рассмотрение, да, по этому закону предлагается ограничить профессию, психологические и юридические профессии. Тогда человек, у которого есть либо психологическое, либо юридическое направление, только он может стать медиатором. Ну, это по проекту. На самом деле, да. И третий требование, это человек должен пройти курсы подготовки медиаторов. Это по действующему закону. А если закон завтра изменится, ну, как условно, не завтра, да, 1 марта, а вообще в будущем, если этот федеральный закон изменится, и там будут другие требования к медиаторам, то мы будем исходить из этого. Хорошо. То есть на сегодня, чтобы стать профессиональным медиатором, нужно получить любое образование высшее, да, и пройти курсы подготовки медиаторов. Тогда человек может уже работать профессиональным юристом, то есть зарабатывать на этом. А непрофессиональным может стать любое лицо. Спасибо. Любое лицо, но все равно не просто так, да. Этот человек тоже должен как бы ознакомиться и хотя бы знать, теоретически почитать, послушать вебинары, семинары, курсы, лекции, какие техники можно использовать, какие правильные вопросы нужно задавать, чтобы выявить истинные интересы конфликтующих сторон. Не просто так, да, человек пришел и сказал: помиритесь, либо все, хватит драться. Такого же тоже не может. Но иногда это может сработать, да. Давайте жить дружно. Иногда это может, конечно, сработать, когда кто-то такой вот авторитетный подойдет и скажет, да, мама придет к детишкам и скажет, вот расставит по углам и скажет: все, хватит. Конфликт может завершиться, и мама может посчитать себя медиатором. Но это не совсем так, как мы знаем. Вот следующий сейчас, сайт. да, сейчас вообще идет, давно уже идет разговор, и есть даже положение, рекомендации о том, чтобы развивать сеть в школах, сеть служб школьной медиации. Да, вспомнила. В некоторых школах есть прямо... Чтобы уже дети со школьных лет, со школьной скамьи знали, что такое медиатор, что он делает, как он может помочь, в каких случаях можно обратиться к медиатору, кто может стать медиатором, какие навыки, какие правила. Есть такие, типа, как кружок, школа примирения. В школах. Я в некоторых школах видела такие кружки, где обучают именно техникам переговоров, вот таких техниках, с помощью которых можно мирно урегулировать такой конфликт среди учеников, если они там не поделили что-то, если у них какой-то спор, чтобы не довести до, например, до драк, да, не дай бог. Да. Ну, драка — это же уже внешнее проявление. Да. Обычно, как правило.
А, ты нашла это, да? Soft skills. Да, это очень интересно. Soft skills, то есть Мгм. скиллы юриста, какие они, какими навыками должен обладать юрист. Но это опять-таки относится, наверное, не только к юристу, а ко многим Мгм, профессиям, да? Но в мгм, особенности для юриста важно умение выступать публично. мгм. Ты согласна? Да, потому что Да. умение грамотно выстраивать, умение грамотно формулировать свои мысли, донести до оппонентов, до людей, которые спорят между собой, донести правильно какую-то мысль, какую-то, не знаю, статью, то есть уметь правильно задавать вопросы даже, да, которые Да, тут еще важно, что юрист, помогают. он, когда является представителем другого лица, он же не свое мнение говорит, да, а он уже говорит от имени другого лица, то есть он уже должен правильно донести позицию и мысль другого человека. Для этого он Мгм. должен иметь эмоциональный интеллект, потому что когда мы входим в роль защитника, либо когда входим в роль обвинителя, мы можем уже забыться иногда, можем И даже как представить, мамочка что это защищать меня, свое дитя, да, да? да, да, да. И да, мы можем забыть, что мы представляем интересы другого человека, а влиться вот уже в тело этого человека и защищать, как будто себя защищаем, да. Можем даже увлечься совершенно не с Мгм. позиции того человека, а уже включить свою собственную позицию и драться, уже пойти в драку. Иногда такое даже и бывает, когда Мгм. юрист выходит за рамки той истории, которую он должен защищать. Да, бывают Хорошо. такие иногда смешные моменты. Вот Ну, коммуникационные коммуникативные навыки — переговоры, да, это это именно очень важно. навыки переговоров, да? Правильно выстраивать переговорные процессы именно между Так, сторонами. тут получается, когда опять-таки мы вернемся к нашему юристу, который Мгм. представляет интересы другого лица, да, как правило, у него тут получается двойной. Вначале он должен коммуницировать со своим клиентом, а потом уже Мгм. должен коммуницировать правильно с оппонентом своего клиента. Это не его Мгм. оппонент, здесь должен он понять, он только представитель той стороны. Поэтому коммуникационные переговорные навыки, они обязательны и очень важны. И Мгм. от этой составляющей зависит и сама позиция, и само действие, и само решение даже вопроса может быть. Мгм. Мгм. Также Ну, критическое критическое, мышление. Мгм. да, Навыки критическое принятия мышление решений. тоже очень важно. Навыки принятия решений, потому что все зависит от принятого решения. Юрист анализирует ситуацию, да, смотрит всю Мгм. нормативную базу, когда он выступает, например, защитником в суде, либо представителем, защищает интересы своего клиента. И он должен принять решение, право, неправо вот в этой позиции. Когда мы судимся, мы на самом деле не знаем, какое будет решение. Это же от нас не зависит, а все зависит от судьи. В отличие от медиации. От медиации все зависит от нас, от самих, от сторон. Какое решение мы Мгм. примем, такое оно Мгм. решение и будет, да, потому что мы сами вырабатываем это решение, сами приходим к этому решению. А в суде мы представляем только свою позицию и приводим свои доводы, свои доказательства. А принимает решение уже другой юрист, судья. Мгм. У нас, к сожалению, остается до конца эфира всего так, примерно 5 минут. Примерно 5 Хорошо. минут. Поэтому как мы завершаем? То есть тут у меня есть слайды именно про медиацию, про правовую основу, про принципы медиации. Или, Ну, можно или когда... быстренько, наверное, Мгм. пройтись, если кому Мгм. интересно.
Так, основывается на федеральном законе и на других законах. Мгм. К сожалению, сейчас большинство граждан у нас в республике, в том числе, не знают, что такое медиация. И наш центр последние 2 года занимается просветительской деятельностью. Мы при поддержке фонда президентских грантов последний год реализовали 3 проекта. Первый проект у нас назывался «Медиация шагает по стране по назначению Якутии». И мы ездили с лекциями, выступали в школах. В школах мы говорили о школьной медиации, для активистов, для общественников мы тоже говорили о медиации. Да? Что еще? Потом второй проект у нас был тоже просветительский проект, но он касался как раз-таки правовой области юриспруденции. Проект называется «Сокон Сире. Мир закона». Катя, пожалуйста, сделаешь ссылку? И как раз-таки в этом проекте у нас 13-й урок посвящен профессии юриста. Да? И наши видеоуроки, они идут на якутском языке, но с титрами на русском языке. Поэтому могут посмотреть уроки лица, и владеющие и якутским языком, и русским языком, и они у нас размещены на YouTube-канале нашей организации. Ага. И третий проект у нас, мы сделали словарь, да, вот такой вот словарь, видно, да? Русско-якутский конфликтологический словарь медиатора. Да, потому что у нас это идет как интерпретационный словарь. С одной стороны, на русском языке определения идут, да, а потом терминологический перевод самого термина и уже пояснение на якутском языке. Вот. Это очень интересно. Электронный вариант словаря у нас есть тоже на нашем сайте, да, на сайте газеты Саха-Сире Эдерсас. Также есть в электронной библиотеке терминологическая часть. У нас есть Саха-Бики, Сахавы Википедии. А мы ссылку на онлайн-урок на якутском Сокон Сире прикрепим к этой публикации, эфир сохраним, и в описании будет ссылка. Это, наверное, будет очень интересно. Там у нас на вопросы, кто такой юрист, какими качествами должен обладать юрист, мы задавали разным юристам, в том числе известным юристам, да, нашей республики, молодым юристам, охватили разные отрасли, кто судья, кто адвокат, кто следователь, кто юрисконсульт. Вот. И они отвечают на вопросы, разновозрастные мужчины и женщины, да, юристы нашей старой плеяды, скажем так, юридической сообщества. Все ссылки мы обязательно прикрепим. Поэтому, дорогие друзья, обязательно посмотрите наш урок о юристах. Вы, может, для себя какое-то решение примете. И напоследок, ваши пожелания будущим юристам. То есть сейчас нас наверняка видят и родители, и старшеклассники, которые прям интересуются именно юридическим направлением, и с чего начать, либо как начать. Ой, главное хорошо учиться, трудиться днем и ночью, читать, писать, учиться говорить, учиться коммуницировать и говорить на всевозможных языках. Например, у нас важно говорить на родном языке, да, на якутском языке у нас в республике. Надо, по-русски нужно говорить. И будет большим плюсом, если будущий юрист, он будет еще и владеть каким-то иностранным языком, английским, китайским, как сегодня. Это как взгляд на будущее, да? Работать, обязательно же владеть технологиями, потому что без технологий тоже никуда. У нас очень много законов, очень много нормативных актов. Все это нужно читать, знать, анализировать, знать, главное, где это найти.
трудиться, трудиться, трудиться. Юрист должен быть очень работоспособным, он должен идти, он до конца, и до конца, скажем, взявшись за одно дело, он не должен бросать на середине, да, устать, заболеть, уйти, запаниковать. Вот У это вот ни нас в коем время нельзя. завершается. Сейчас Да, потому что, отключимся. Спасибо большое. да, Пока не пока, отключились, я хочу пока. пожелать огромное спасибо нашему гостю. И мы обязательно, если у вас есть вопросы к Долгояне Николаевне, вы можете сразу к ней подписаться. Мы обязательно ее ссылку укажем и задавать ей напрямую на ее страничке в директ или в комментарии всегда. Да, да. Да, Мы спрашивать. с радостью консультируем тех, Мгм. кто к нам обращается, Хорошо, Долгояна Николаевна, еще раз спасибо консультируем по вам большое. конфликтологическим вопросам, консультируем по... Да, Да, хорошо, давай, отлично. пока, Кать. Спасибо, Да, спасибо за приглашение. ну все, до встречи. Еще пригласим обязательно. Пока. Пока-пока.